У адкрытым акцыянерам таварыстве селекцыйна-гібридны цэнтр заходнебрэцкага района сёлета рэкордны ўраджай па ўсіх зерневых культурах. А па рапсу 47 цэнтнераў з гектара гаспадарка і ўвогуле плануе заняць першае месца ў вобласці. Намолотили больше 21 тысячи тонн. Урожайность у нас, конечно, немного больше стала. В прошлом году было 45,2 центнера с гектара, в этом году 45,7 центнера с гектара. В этом году, вот как на этом поле, первый год посеяли кормовые бобы. Попробуем их, это элита посеянная, размножать. Я думаю, ее урожайность тоже составит центнеров, до 40-45 центнеров составит. Цяпер атрыманыя з палёў неабходна зберагчы і захаваць. І гэта клопат не толькі кіраўніцтва гаспадаркі і мясцовага участковага. С органами внутренних дел работаем очень, как сказать, по взаимопониманию даже. Есть вопрос, какой возникает, мы все время обращаемся к нему, хотя и он и сам на этот, органы внутренних дел нас на это реагируют как никогда. Проводим, может, ежедневные даже, еженедельные рейды все время проводим и по деревне, и у нас для этого еще стоят на машинах, на всех машинах стоят навигация, на комбайнах некоторых стоят навигация по топливу. Пока в этом году таких случаев не было. Сезон палявых работ яшчэ далёка не завершаны. Зараз у гаспадарцы ўбіраюць зернебабовыя культуры. І рацыянальны расход гаруча-змазачных матэрыялаў як у час уборкі зерневых, так і зараз у сферы асаблівай увагі кіраўніцтва. Тут у гэтым сезоне нават пайшлі на прымяненне сучасных методов контролю. Уже задавали механизаторы много вопросов. Что если у меня экономия топлива будет? Мы будем за эту экономию, я думаю, выплачивать деньги в этом году. Потому что экономии как таковой в прошлом году, может, на 2 комбайнах было. Но на этом году, я думаю, будет больше. Может, в связи с этим, что мы больше работает милиция, больше мы этому внимание уделяем. Такий инструментальный контроль даспадобы и самим механизаторам. Стоит навигация. Сколько наездил, сколько написал, и все. Лучше, чем раньше было. Але ж не глядячи на пильный контроль, спробы поживиться за чужий кошт усё ж фиксуются. Сотрудниками милиции Кобринского РОВД был задержан местный житель, который похитил с поля совместно с односельчанином 27 тюков соломы. При задержании он пояснил, что в течение 2 дней они со своим другом перекатили 27 тюков сена и спрятали в лесном массиве вблизи деревни. Кроме этого, в Столинском районе сотрудниками госавтоинспекции был задержан местный житель-механизатор, который перевозил без документов сено, а при осмотре его дворовой территории было обнаружено 420 литров дизельного биотоплива. В настоящее время сотрудниками милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Юрий Пешер, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».